Доброе утро, Якутия! На календаре 27 октября, день недели пятница. Мы с вами завершаем эту трудовую неделю, и хочется вам пожелать, чтобы этот день был насыщенным, интересным и плодотворным. А для того, чтобы вам было легко начать этот новый день, мы подготовили интересный выпуск. И вот что мы покажем вам сегодня. Сегодня в мире отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. И в рамках этого дня в первом блоке нашего эфира к нам в гости забежит эксперт из Национального центра аудиовизуального наследия Якутии. Поговорим об их деятельности и о значимости этого центра для региона. Далее традиционно покажем нашу рубрику «Полезный завтрак», «Мой питомец» и «Музейный гид». Далее расскажем о том, что же ждет якутян в эти выходные, и покажем сюжет о предстоящем творческом вечере, посвященной 50-летию творчества Сергея Расторгуева, директора бриллиантового цирка республики. И сегодня как раз мы разыгрываем 2 билета на это грандиозное шоу. Так что не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, канал «Утро Якутия». И еще раз напоминаем, что все вопросы будут связаны с телепроектом «Городские девчата». Ну и по традиции давайте же узнаем, какая же погода сегодня ожидает нас за окном. На 6 часов утра в центральных районах минус 20, минус 12 градусов, в заречной группе минус 16, минус 7, в южных минус 20, минус 12, в Вилюйской группе минус 9, минус 4, в Нижнеленских минус 8, минус 7, в западных минус 9, минус 2. В Колымо-Нигирской группе Лусов минус 28, минус 14, в Янских минус 23, минус 16 градусов, на северо-западе минус 18, минус 8. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра минус 12 градусов, атмосферное давление 751 миллиметра ртутного столба, штиль. И сегодня днем ожидается без существенных осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду, температура воздуха минус 7, минус 5 градусов. Ну а сейчас мы дадим слово нашим коллегам новостным и в скором времени вернемся к вам снова. Коллеги, доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. На медреабилитацию направят 70 миллиардов рублей к 2026 году. В этом году увеличились и объемы медпомощи по реабилитации, и финансирование этого направления практически в 2 раза. Медреабилитация в России активно развивается. Так, если в 2016 году в нашей стране было 207 организаций, которые участвовали в оказании медреабилитации в рамках программы обязательного медстрахования, то сегодня их более 1200. Правительство предложило отменить индексацию в следующем году окладов судей, госслужащих, полицейских и военных. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. По словам замглавы Минфина Алексея Лаврова, предлагается приостановить до начала 2025 года действие отдельных положений закона об индексации должностных окладов нескольких категорий россиян. Речь идет об окладах судей, прокуроров, следователей, денежном содержании государственных гражданских служащих, помощников, сенаторов и депутатов, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и приравненных к ним лиц. В Якутии на стадии разработки находится программа развития беспилотных авиационных систем. Программа рассчитана до 2028 года и на период до 2030 года. Так, в республике планируют создать научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития баз. В этом центре будут создавать беспилотники и компоненты к ним на основе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В связи с этим в Якутии запустят соответствующие образовательные программы в школах, учреждениях среднего профобразования, в вузах и на курсах повышения квалификации. Многофункциональный центр досуга в селе Беськёль проект реализует по поручению президента Владимира Путина. На сегодняшний день строители завершили основные строительные работы по укладке стен, а также монтаж наружной и внутренней системы отопления.
Идет установка стеклопакетов по всему периметру здания. Новострой с проектной площадью более 2000 квадратных метров рассчитан на посещение одновременно 700 человек. В центре разместят тренажерный зал, сцену со зрительным залом на 250 мест, модульную библиотеку, зал с трибуной на 50 человек, хореографическое отделение, филиал Почты России, а также помещение для выставок. В здании спорткомплекса «Дюлур» уже 11 лет совместно работает Центр досуга и спорткомплекс. В этом году еще местная администрация въехали. Конечно, тесновато работать, но терпим до конца строительства многофункционального центра «Атаманский центр досуга». Ученики Мирнинской школы номер 26 примерили экипировку электриков. Сотрудники западных электрических сетей провели открытый урок по соблюдению правил электробезопасности. Специалисты рассказали, как правильно обращаться с бытовой техникой и что делать, если увидел открытый провод. Якутскэнерго с 2009 года ежегодно проводит в школах Мирнинского района уроки по соблюдению правил электробезопасности. Сотрудники ЗЭС провели уроки во всех школах Мирнинского района. Дети прям участвуют в таких мероприятиях, да, мы проводим, получается, ролики, показываем разные, да, познавательные, правила электробезопасности рассказываем также. Имена Мамонтенка и Бурундука, талисманов предстоящих 8-х международных спортивных игр «Дети Азии» выбирают в республике. По популярности вариантов и решениям организаторов отобраны по 3 имени для каждого талисмана на голосование. Для Мамонтенка – Айхал, Мадун или Эллей. Для Бурундука – Лена, Ника или Сарина. Проголосовать можно в аккаунтах главы Айсана Николаева ВКонтакте и игр «Дети Азии» ВКонтакте и Телеграм. По итогам голосования лучшие имена для талисманов определят суммой голосов со всех площадок. Проголосовать можно до конца октября, итоги подведут 1 ноября. Ну, а мы не устаем желать всем доброе утро, всем тем, кто к нам присоединился. И сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники аудиовизуального наследия. Этот памятный день был выбран Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в 2005 году для повышения осведомленности о значимости и рисках сохранения звукозаписи и аудиовизуальных документов. И о значимости этого дня, и о деятельности Национального центра Якутии мы поговорим с нашим гостем. Это Альбина Данилова, ведущий эксперт Национального центра аудиовизуального наследия республики. Альбина Степановна, доброе утро. Доброе утро. Я знаю, что ваша организация – это единственная на Дальнем Востоке, которая такая обширная. Как вы отмечаете свой праздник? Расскажите. Вы знаете, мы отмечаем его в рабочем режиме, причем усиленном, глубоко и осознанно. Но прежде чем я отвечу на этот вопрос, я бы хотела немножко уйти в предысторию нашего учреждения. Дело в том, что вот вы заметили, действительно, наше архивное такое учреждение, как Центр аудиовизуального наследия, оно единственное на Дальнем Востоке, и создано оно в 1996 году по указу первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Надо отдать должное, глубокую признательность, благодарность этой личности за то, что вот он поддержал инициативу ветеранов, инициаторов Ивана Спиридоновича Жараева и Виссариона Андреевича Томского. Это аксакалы, известные кинодеятели республики, которые обратились к нему с идеей создания, аккумулирования, соединения в одно учреждение всех кинодокументов, которые производились и производятся сейчас, сохранить и систематизировать. И они создали нормативно-правовую базу. И мы должны еще поблагодарить народного депутата Илтумен Александра Николаевича Жиркова, благодаря которому у нас появился законопроект, который защищает нашу деятельность. Это закон об аудиовизуальном наследии народов
Республики Саха-Якутия. Это было в 2005 году. В те времена, когда, как говорится, страну лихорадила республику, когда было, ну, земных проблем хватало, они думали о высоком, они думали о будущем поколении. Так вот, как мы отмечаем? Мы отмечаем по-разному и никогда не повторяемся. У нас каждый год проходятся вот в разных форматах выставки, экскурсии, презентации, выездные встречи с населением, с нашими партнерами, с людьми, которые пополняют наш фонд. И каждый раз формы разные. И вот особенно я хотела рассказать вот про вчерашний день. Он уже как бы у нас несколько дней длится праздник. Вчера был очень насыщенный день. К нам пришли известные деятели культуры, тележурналисты, Елена Андреевна Лебедкина, потом Алексей Амбросьев, известный писатель, сценарист, переводчик, Геннадий Тимофеевич Степанов, отличник народного образования республики. Они принесли самое сокровенное все, что свою коллекцию, свои фильмы, свои труды. И очень были трогательные их монологи. И мы даже уже, как говорится, с ними будем сотрудничать еще долго и долго, потому что они, ну, как бы пополнили золотую нашу коллекцию. Да. Но это очень здорово. Вы ведущий эксперт, и расскажите подробнее, в чем же заключается ваша работа. За такое короткое время я не могу подробно все детально объяснить, но вы знаете, наша работа, я всегда провожу такую аналогию, мы как золотоискатели, мы принимаем на экспертизу, вот после приема аудиовизуальных работ на любых носителях, после первичного отбора к нам приносят на экспертизу, и мы смотрим фильмы, исходные материалы, все что угодно, любительские работы, профессиональные работы, и определяем по критериям ценность для и интерес для Республики Саха-Якутия. Масса интересных материалов. Вот как раз про интересные материалы хочу следующий вопрос задать. Какие-нибудь есть уникальные кадры или видеоматериалы, какие вам запомнились, и можете про них рассказать? Вот надо сказать, что мы определяем критерии ценности ценные, особо ценные и уникальные. Официально у нас уникальными признаны 4 материала. Ну, о них мы уже рассказывали в предыдущих кинопередачах. Это известный тюркологический съезд, похороны Владимира Ильича Ленина 24 года, потом еще 200-летие Академии России и Тарын. Это фильм экспедиции Института мирзаведения 1939 года в Верхоянском Улусе. Но дело в том, что мы вернемся в сегодняшний день. Мы всегда в поисках вот этих уникальных, и даже в преддверии, в предвкушении. К нам не так давно поступила в фонд, была передана Национальным архивом республики полная коллекция фильмов и материалов известного репортера времен 70-х, 80-х, 60-х годов Василия Кустуктурова. Там масса интересных материалов, и, возможно, в ближайшее время они будут доступны для нашего зрителя. А где, если что, можно посмотреть эти будут видео? Это на нашем сайте Национальный Центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Вы можете даже вот по ключевым словам киноархив Якутии, кинофонд, кинохранилище, просто нажимаете Google, и всегда вы обязательно можете ознакомиться и увидеть вот такие прекрасные, бесценные материалы о нашей республике. И, пользуясь случаем, конечно, у вас такой большой праздник, поздравьте своих коллег, может быть, на камеру, и пожелайте что-нибудь такого хорошего. Вы знаете, когда я говорила о глубоко осознанном дне аудиовизуального наследия, я прежде всего хотела поздравить не только своих коллег, но и вас, творческую бригаду вашей передачи, всех телезрителей, всех жителей Республики Саха-Якутия. Дело в том, что мы все с вами и есть частичка
составная этого большого, огромного аудиовизуального наследия. Мы творим и созидаем историю прямо здесь и сейчас, потому что завтра это будет уже вчера. Так что давайте трудиться и созидать качественно. Альбина Степановна, спасибо вам большое за такую интересную беседу. Поздравляю вас еще раз с праздником таким большим. И хочется пожелать вам хорошего дня и хорошего настроения, чтобы ваш праздник закончился прекрасно. Ну а мы переходим далее к датам и событиям. Как уже было сказано, что сегодня отмечают свой профессиональный праздник работники аудиовизуального наследия. А какие же еще праздники отмечаются сегодня на календаре, узнаем из нашей традиционной рубрики «Даты и события». На календаре 27 октября. Сегодня отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. По народному календарю в этот день отмечается память святой Параскевы Сербской, жившей в XI веке. По количеству грязи в этот день удили о том, когда наступит зима. Если распутица столь велика, что отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до зимы осталось 4 недели. Кроме того, большая грязь сулила обилие дождей весной. В этот день, в 1672 году, состоялся первый спектакль в комедиальной хоромине, первом в России театральном здании. В 1873 году подана заявка на патент колючей проволоки. Джозеф Глиден, американский фермер из штата Иллинойс, 27 октября 1873 года подал заявку на патент колючей проволоки, придав ей тот вид, в котором она используется и сегодня. В 1927 году в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи, сегодня Ленком. В 1951 году для борьбы со злокачественными образованиями впервые применено радиационное облучение. В 1984 году состоялось официальное открытие сквозного движения поездов по всей Байкало-Амурской магистрали. В этот день родились Джеймс Кук, английский мореплаватель, путешественник, картограф. Никколо Паганини, итальянский скрипач и композитор. Иван Мичурин, русский биолог и селекционер, академик. Только в 51 год Мичурин начал печатать свои научные работы. За вклад в селекцию новых сортов плодовых деревьев в 1912 году получил орден Святой Анны. Популярность мичуринских методик шагнула за пределы России. Плодовые сорта селекционера занимали значительные площади в США и Канаде. Теодор Рузвельт, 26-й президент США, Нобелевский лауреат. Роберт Фальк, советский и русский живописец. Михаил Жаров, советский актер и режиссер театра и кино, народный артист СССР. Лидия Русланова, советская певица, заслуженная артистка РСФСР. Николай Караченцев, советский российский актер театра и кино, певец, народный артист РСФСР. Игорь Бутман, российский джазовый музыкант, саксофонист, народный артист России. Ванесса Мэй, британская скрипачка китайского происхождения, горнолыжница, певица. Именины в этот день отмечают Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр и Прасковья. Ну а в эти выходные в столице Якутии, в самом северном цирке столицы, пройдет уникальный и в своем роде эксклюзивный вечер, посвященный 50-летию творчества руководителя Государственного цирка Якутии Сергея Расторгуева с участием приглашенных звезд из цирков 3 стран и города Москва. Какая же программа ожидается в рамках юбилейного вечера и что подготовил бриллиантовый цирк республики для своих юных зрителей, подробнее в следующем материале. На арене бриллиантового цирка Якутии полно народу. Вот уже который месяц здесь идет подготовка к главному событию этого года – 50-летие со дня начала творчества директора цирка Якутии Сергея Расторгуева. Программа, она тоже составлена так, что интересно будет со всех сторон. И видеоклип на мою песню авторскую «Турьялар журавли», которая была еще давно. Я с ее песняры еще работал по Индии, и тогда она еще появилась. Вот. Ну и авторские песни Владимир Дабовский, Владимир Еремеев мою песню споет. Ну и, конечно, интересные номера наших гостей.
Вечер обещает быть действительно ярким и запоминающим. Специально, чтобы поздравить героя этого вечера, приехали в Якутию гости из разных стран и городов. Они не только будут поздравлять своего друга и коллегу, но и будут принимать участие в грандиозном шоу. Я приехала из Москвы, цирк Юрия Никулина. Работаю в жанре эквилибрист-жонглер на вольностоящей лестнице. На данный момент это считается редкий жанр, особенно для девушек. Когда вы сотрудничаете с якутским цирком? Ранее уже выступали? Да, выступала, меня приглашали также на юбилей. Это было, если я не ошибаюсь, либо 7, либо 6 лет назад. То есть я люблю этот цирк, и я безумно рада, что в очередной раз меня пригласили сюда на празднование. Мы вообще абсолютно впервые у вас. Это такой прям вот мы очень хотели попасть сюда, приехать поработать у вас, побывать в гостях. Невероятно, все очень красиво. Такой прям весь сказочный зимний колорит. Вот. Наш белорусский государственный цирк совместно с цирком Якутии сделали такую коллаборацию совместную. Вот. Артисты якутского цирка приезжали к нам на гастроли, теперь приехали мы к вам на гастроли. Вот. Нам цирк предложил приехать сюда поработать, выступить, и мы с охоткой согласились. Прям сказали, да, мы поедем, потому что нам это очень интересно, мы хотим там побывать. И вот мы приехали к вам на представление и на юбилейный вечер директора цирка Сергея Васильевича Расторгуева. Авторами этой постановки являются режиссер Карл Сергучев, главный режиссер цирка Якутии Мария Попова, хореограф Марьяна Саморцева, художник Петр Винокуров и другие. Именно благодаря их творческому союзу рождается сегодня этот юбилейный вечер. Ну а далее уже со следующей недели для жителей и гостей столицы цирк представит новое цирковое шоу для юных якутян под названием «Вокруг света за 80 минут». Название само, да, вот «Вокруг света за 80 минут», это, ну, как бы, это нереально, да, за 80 минут нам настоять, ну, как бы в нашей реальности сделать вокруг света путешествие. А тут уже для детей как бы будет как раз возможность за 80 минут познакомиться с разными культурами, с разными традициями, с разными национальностями, и услышать вообще, ну, как бы их музыку, да, увидеть танцы, культуру. Как бы мы даем возможность детям как бы окунуться в мир путешествий, приключений и как бы открываем границы. Цирк без границ. Многие приглашенные артисты из других стран и городов также будут задействованы в этом цирковом представлении для детей. В программе 80 минут вокруг света у нас участвует около 5 реприз, разнообразных, интерактивных, трюковых, всяких интересных. Ну и насколько сложно было вписаться в сценарный план вот этого проекта? И как часто вы вот так выезжаете за пределы вашей страны? Выезжаем довольно часто. Сценарный план предоставляется заранее, и заранее подбирается репертуар. Поэтому привезли то, что нужно. Так, эти выходные, а также следующая каникулярная неделя будет, пожалуй, интересным и увлекательным для всех жителей столицы. Так что смело покупайте билеты на это грандиозное шоу и окунитесь в мир волшебства и ярких красок. Дмитрий Тымыров и Виктор Дичковский, Якутск. Доброе утро всем и тем, кто присоединился к нам. Сейчас настал тот самый момент, который ждут многие наши телезрители, а именно розыгрыш 2 пригласительных билетов на вечер Расторгуева, на шоу, которое только что показывали мы сейчас. И условия, как всегда, просты. Это надо, чтобы вы были подписаны на наш телеграм-канал «Утро Якутии». QR-код вы видите перед своими экранами. Если вы еще не являетесь нашим подписчиком, то смело наведите камеру вашего смартфона или гаджета на этот QR-код и подпишитесь. Итак, а вопросы нашего розыгрыша будут звучать таким образом, и они будут связаны, как я уже говорила вчера, с реалити-проектом «Городские девчата». Если вы смотрите этот проект на телеканале Якутия-24, то вам будет легко ответить сразу на несколько вопросов. Так как вопросы будут несколько, и вот как же они звучат. Как зовут корову, на которой провели мастер-класс по дойке? Это первый вопрос. Второй. Во время фотосессии Ксению Плотникову укусило насекомое. За что, по ее словам, ее укусило это насекомое?
Третий вопрос. Какую оценку поставила Александра Луковцева по итогам загона коров своим подружкам? Все неправильно сделали все. Следующий вопрос. Как зовут эксперта, который показывал мастер-класс нашим девчатам по приготовлению кёрчиха? И следующий вопрос. С каким результатом Ксения Плотникова заняла 3-е место на соревнованиях по чистке карасей? Все эти вопросы продублированы в наш телеграм-канал. Ответы, соответственно, принимаем только там. Так что дерзайте, итоги подведем в конце нашего эфира. Ну а если вы еще не смотрели этот реалити-проект, то смело наводите свой смартфон на этот QR-код, и вы попадете прямо в плейлист YouTube-канал Якутия 24 со всеми высшими выпусками проекта «Городские девчата». Ну а мы продолжаем наш эфир, и диетолог рассказал о 3 главных ошибках в питании в холода. Их допускают многие. Так, в холодное время года не следует согреваться с помощью высококалорийной пищи, слишком горячих напитков и алкоголя. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Многие в холода стараются употреблять побольше жирной еды, чтобы согреться. Но такое питание может навредить здоровью, предупредил эксперт. Действительно, чем калорийнее пища, тем больше от нее образуется тепла. Много калорий в мясе с картофелем или макаронов в какой-то жирной еде. Но такое употреблять, конечно же, нежелательно, потому что это лишние калории и может прогрессировать ожирение. В холодное время года вес у людей растет, потому что они так питаются, говорит Гинзбург. Также опасно согреваться с помощью алкоголя. Это очень плохая история. Алкоголь токсичен, плохо действует на головной мозг. Эффект от согревания очень быстро будет иметь 2-ю фазу. Сокращается образование тепла, и нам снова нужно будет что-то выпить, чтобы согреться, предупредил врач. По его словам, лучше всего согреться в холодную погоду поможет, конечно же, чай с лимоном или имбирем, либо любой другой теплый напиток. Но а тему здорового питания мы сейчас продолжим нашей рубрикой «Полезный завтрак», где мы вам расскажем, как приготовить питательную овсяную кашу. Доброе утро, Якутия! Меня зовут Юлия Заболоцкая-Збекова. Я нутрициолог, специалист по адаптивному питанию. Мы сегодня с вами будем готовить очень простой, но при этом полезный завтрак, который подойдет при любом, на самом деле, типе заболевания, потому что это у нас каша. Ну и здоровым людям он будет полезен вдвойне. Варить мы сегодня будем с вами кашу «Геркулес». Это знаменитая каша, она считается одной из лучших в мире. Ее за рубежом продают как суперфуд. А мы иногда про нее забываем и почему-то не едим. Выбирать хлопья «Геркулес» необходимо по очень простому способу. Смотрим на упаковочке, чтобы время варки было 10-15 минут, значит, это те хлопья, которые нам нужны. Они обычно бывают вот такого среднего размера. И кашу мы сегодня будем приправлять полезными добавочками. Можно назвать их биодобавками. Да? У нас в качестве них выступают курага и тыквенные семечки. Когда будем заправлять, я вам расскажу об их пользе дополнительно. Сейчас пока мы загрузим с вами кашу в мультиварку. Аккуратненько набираем стаканчиком. Сварим мы немного, потому что мы будем варить примерно 1 порцию. Набрали полстаканчика кашки. А воды мы налили примерно в 2,5 раза больше. То есть если полстакана каши, тогда получается стакан воды и еще четвертиночка воды. Наша каша сварилась, прошло примерно 15 минут. Теперь мы должны ее красиво упаковать. Я вам расскажу о пользе, собственно говоря, самого продукта. Все, наверное, вы слышали о том, что очень полезно есть клетчатку. Вот открою вам великую тайну. Классным вариантом употребления клетчатки является как раз овсяная каша. Просто. То есть, если вы делаете себе порцию каши с утра, ну, это не обязательно может быть овсяная, любая каша, вы себе закрываете потребность по клетчатке и пищевым волокнам примерно на 30-40%. Дополнительно в каше содержится также крахмал, который дает заряд энергии на полдня. Вот. А чтобы каша была наша более полезной и красивой, мы сегодня в нее добавим немножко сушеных абрикос, которые называются также курагой, источник витамина А.
И красиво выкладываем просто на нашу кашку. Делаем из нее картиночку. Теперь посыпем немножко тыквенными семечками. Семечки и растительное масло – это бесценные источники витаминов и микроэлементов. Всегда помните об этом. В кашу мы добавим обычное подсолнечное масло, потому что оно на самом деле ничуть не хуже, чем разрекламированное оливковое. Кашу маслом не испортишь, поэтому наливаем примерно столовую ложку. Чтобы подсластить нашу кашу, мы можем использовать, конечно, сахар, но на самом деле мед, он дает более глубокий вкус, хотя на самом деле там его польза сильно преувеличивается, да, но тем не менее с медом будет выглядеть красивее. Вот наш простой, но при этом очень полезный завтрак готов. Он наполнит вас энергией в первой половине дня. Приятного аппетита! Мы продолжаем наш эфир. И сейчас на очереди наша традиционная рубрика, посвященная братьям нашим меньшим «Мой питомец». И в этот раз мы вас познакомим с постояльцами мини-зоопарка ЗОО ЕКТ. Всем доброе утро, дорогие телезрители! Меня зовут Данил, я работаю в зоогалерее «Зооленд». И сегодня я вам расскажу о преимуществах и минусах содержания в домашних условиях морской свинки. Морская свинка сама по себе очень красивое и нежное животное, миролюбивое. Выделяют несколько видов. В данном случае у нас розетка. Так и называется розеточная морская свинка. Розеткой ее назвали только потому, что у нее шерсть идет в разные стороны, и она очень длинная. О плюсах могу сказать то, что это животное очень миролюбивое. Из плюсов данного животного я могу выделить то, что она очень проста в уходе, и с ней справится даже ребенок. Но для этого нужна просторная клетка, сбалансированный правильный корм, который продается в зоомагазинах, и веточки с сеном. Также из плюсов могу выделить то, что морская свинка – животное чистолюбивое, и она сама умеет ухаживать за своей шерстью. То есть ее не надо расчесывать, выгуливать. Она спокойно может справиться совсем сама. Во взрослом возрасте морская свинка достигает длины около 30 сантиметров. И живут они около 10-15 лет, в зависимости от ухода, от питания и заботы. А вот совершенно другой подвид морских свинок. Это уже гладкошерстная морская свинка. Морскими свинками их стали называть только потому, что они были привезены из заморских стран. Хозяину данного питомца нужно понимать, что нельзя оставлять на открытом пространстве морскую свинку. Вполне возможно, что он может прогрызть вам стены, мебель и провода. С этим крайне нужно быть осторожным. И держать морскую свинку только в клетке. Морские свинки вряд ли подойдут людям, которые страдают аллергией, так как морские свинки сбрасывают очень много шерсти. Но в предстоящие выходные в городе будут проходить различные развлекательные мероприятия. Но если вы еще не определились, то мы вам посоветуем посетить Национальный художественный музей, где вы можете насладиться искусством всей семьей. Выставка «Автограф души», приуроченная к 95-летию художника-графика Олега Михеевича Ковалевского. На выставке представлено более 80 работ, выполнены в разной технике, представляющие разные темы и раскрывающих мироощущение художника. Олег Михеевич родился 21 сентября 1928 года в городе Якутске. Он коренной якутянин. Он ровесник Национального художественного музея. Он очень любил такую скромную якутскую природу. Он любил людей, тружеников, увлекался архитектурой, деревянным зодчеством. И очень часто ездил в командировки по Якутии. То, что он видел, то, что ему было близко, он запечатлевал в своих листах. В 80-е годы он неоднократно посещал Татинский район. И его впечатлила,
Николаевская церковь, которая находится в Черкехе. Вот эта красота, мощь, гармоничные пропорции. И когда он узнал и многострадальную историю этого храма, он решил, конечно, оставить на память вот в этом листе, который выполнен в технике пастели. Дело в том, что эта церковь построена в далеком 1912 году на средства прихожан. Но и не только. 1000 рублей выделил на постройку вот в этой глубинке церкви сам император Николай II. Это поистине была такая народная стройка, но она проводилась под руководством народного мастера, умельца Владимира Алексеевича Луковцева. А иконостас расписывал первый профессиональный художник Якутии Иван Васильевич Попов, который жил в этом селе. Но при советской власти эта церковь была отдана под зернохранилище. И только в 1977 году стараниями людей и опять же под руководством народного мастера Николая Афанасьевича Ефремова эта церковь была вновь сделана, преобразована в церковь, в храм. Вот такая интересная история связана с этой церковью. И вот не случайно Олег Михеевич показывает ее в центре, такую, как храм стойкости и веры. И не случайно, опять же, мы видим красивое озерцо, в котором отражается этот храм. И такое ощущение, что за все эти годы храм и сам любуется собой, глядя в это озерцо, как в зеркало. Красивый снег пушистый – это олицетворение чистоты. Такой сказочный, завораживающий пейзаж деревенский, который оставил нам на память вот удивительный художник-график. И глядя на его работы, можно расширить, конечно, и свое понятие о жизни, о мире, об искусстве. Светлым облаком сияет на горе воздушный храм, точно с озера взлетает белый лебедь к небесам. Там, меж сосен изумрудных, блещет озеро хрусталь, как молитва в звуках чудных, звон церковный льется вдаль. Ну а в столицу региона минувшим днем с рабочим визитом прилетел главный тренер Красноярского края по армрестлингу Никита Кондрашов и заслуженный мастер спорта Виталий Лалитин, 7-кратный чемпион мира и 7-кратный чемпион Европы по армрестлингу, обладатели сотни побед и статуса многократного чемпиона мира. Здесь они проведут ряд мастер-классов и поделятся своим опытом с нашими якутскими спортсменами. И сегодня с утра они у нас в гостях. Ребята, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, пожалуйста, нам, как вы пришли в эту профессию? Ну, с самой молодости было желание заниматься спортом. Занимался борьбой, занимался регби и пришел в армрестлинг. Мне понравилось очень сильно. И я здесь остался. И уже 21 год уже борюсь на руках. Ничего себе. Ну, практически такая же история. Пробовал себя в разных дисциплинах. Остался, да, на протяжении 22-21 года мы в этом виде спорта пытаемся развиваться, сами развиваем в массы его, скажем так. Тренируемся потихоньку и сами, и спортсменов выращиваем, стараемся, чтобы этот вид спорта развивался. Угу. А вы в республике у нас впервые? Да, впервые. Что-нибудь успели увидеть интересного? Еще не успели, сегодня обещали показать город вечной мерзлоты. Музей вечной мерзлоты, да. Музей, да. А так успели по городу походить? Ну, как вам повозили нам, скажем повозили, так. Показали, да. Да? А в Якутии как развивается этот вид спорта и какие перспективы, по вашему мнению? Ну, сейчас у ребят здесь очень большое желание развивать этот вид спорта, поэтому мы здесь для того, чтобы помочь им, направить их на правильный путь
и желание у них очень серьезное. А так вообще очень много ребят тренируются, занимаются, но они хотят большего. А на что им стоит обратить внимание? Им нужно обратить внимание на привлечение молодых спортсменов для того, чтобы ребята начали заниматься с молодости и достигли хороших, высоких результатов уже к своим 20 годам. Да. Да, и, конечно же, еще, наверное, здоровый образ жизни и правильное питание. Обязательно, обязательно. Расскажите, пожалуйста, немножко про питание, потому что вы достаточно такой крупный, но при этом очень хорошо выглядите. Ну, я так скажу, что у меня нету сейчас правильного питания, так как у меня весовая категория абсолютная, где борются спортсмены с большими весами, то есть с любым весом борется спортсмен. А до этого, конечно, придерживались питания и придерживались своей весовой категории. А уже проходили мастер-классы? Да, вчера прошел мастер-класс вечером у ребят в тренажерном зале, и сегодня также вечером будет проходить открытая тренировка. А где проходят мастер-классы? Поделитесь, пожалуйста. В спортивном клубе, если не ошибаюсь, в спортивном клубе каком-то в городе, честно скажу, название мы не запомнили, но ребят собирается очень много, на самом деле. Вчера мы провели мастер-класс, как Виталий сказал, сегодня тоже будет мастер-класс и уже открытая тренировка для всех. Можно прийти, попробовать себя в этом виде спорта. Расскажите, пожалуйста, подробнее, о чем вы занимаетесь на мастер-класс. Может, кто-то из зрителей, правда, решится прийти к вам? Ну, мы, наверное, рассказываем вообще о этой дисциплине, да, как о виде спорта. Ну и также показываем, на что обращать внимание, что нужно тренировать в нашем виде спорта. Очень, на самом деле, увлекательная, скажем так, дисциплина, спорт этот, потому что один раз попробовав, затягивает, и оттуда уже выбраться очень тяжело. Все хотят пробовать, особенно в молодежи. В стол ставишь, и все, и мальчик с мальчиком, девочка с девочкой, там такая история происходит. Да, к нам в спорт даже приходят мужчины 40-50 лет. О, ничего себе! Да. Ну вот вы говорите то, что и девочки занимаются, и мальчики, даже, можно сказать, и дедушки, и бабушки, да? Да, а кому нельзя заниматься? Вот кому противопоказано? Наверное, я скажу так, этот вид спорта не противопоказан, наверное, никому, ну, если есть какие-то патологические какие-то особенности. У нас же вид спорта, который мы и паралимпийцы, адаптивный спорт проводим, колясочники, у кого-то, рук, ног нету, да, и мы для них тоже производим этот, спорт. А вот если, допустим, я захочу прийти к вам сейчас в армрестлинг, приходите. Что мне нужно сделать для этого? Ваше нужно на самом деле только желание, а во всем остальном мы вам подскажем, на что обращать внимание и что нужно делать. Да, самое главное желание, чтобы добиться каких-то результатов. Ну, конечно же, питание, да, и очень много силовых нагрузок на руки. Тренироваться обязательно и восстанавливаться, как и в любом виде спорта, нужно уметь правильно восстанавливаться. Какие соревнования проводятся? Расскажите подробнее. Соревнования, наверное, всегда начинаются с городских каких-то, потом краевые, или областные, далее округа, это сибирские федеральные, дальневосточные округа. Это люди выбираются сильнейшие, и кто отобрался, едут на чемпионат России. Соответственно, кто выиграет Россию, ездит на Европу, на мир. Все это мы профилированная организация, Федерация армрестлинга России, и у нас присваиваются звания мастер спорта, заслуженный мастер спорта международного класса. Все эти звания, все это почет и официально, на официальном уровне. Ну, это, конечно, здорово. А как вы думаете, когда-нибудь в Якутии будут проводиться такие активные мероприятия? Или они уже проводятся? Нет, они проводятся. И я думаю, что дальше есть ребята, которые сейчас двигают этот спорт в массы, будут набирать больше и больше ребят, которые будут заинтересованы заниматься этой дисциплиной. И будет очень много людей, которые будут пропагандировать дальше, и, соответственно, это будет разрастаться. У нас в городе очень много людей, которые занимаются этим видом спорта. Более 8 школ. Мы в Красноярске, да. А так у вас и чемпионат республики проходит, также чемпионат города Якутска проходит. То есть
все те же самые соревнования, что и у нас. А вот вы рассказали про школы, да, про 8. Расскажите про них немного подробнее. Чем-то, может быть, эти школы различаются друг от друга? Или они все подобные просто по району? Нет, безусловно, отличаются. У нас есть в районе районные школы, это как в поселениях. Чем они, наверное, хороши? Тем, что ребята, дети, которые при школьном возрасте приходят на тренировки, естественно, в городах это поменьше, а вот именно в районах скучно, дома делать нечего, они приходят в школу на секции, их количество большое. У нас есть в Красноярске Манский район, в который наши ребята тренируют. Мы выезжаем на чемпионат России, это как деревня, которая почти очень много детей, которые выезжают, завоевывают места на чемпионатах России. Тут очень классно, здорово. Да, это здорово. Спасибо вам большое за такую интересную беседу, потому что все-таки всегда интересно пообщаться с людьми, которые приезжают из других городов, и узнать, как вам наш Якутск, как тут наш народ и всего интересного. Вам хочется пожелать, конечно же, доброго дня, хорошего настроения, побольше людей, чтобы пришло на мастер-класс. Ну, а сейчас мы дадим слово нашим коллегам, и в скором времени снова к вам вернемся. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Сроки ввода Жатайской судоверфи будут установлены на конец следующего года. Об этом сообщили в ходе совещания премьера Якутии Кирилла Бычкова по вопросам реализации комплексного проекта. Премьер-министр напомнил, что строительство объекта находится на личном контроле президента Владимира Путина. Им дано поручение принять меры по завершению работ на Жатайской судоверфи, а также решить вопрос о передаче федерального пакета акций предприятия в собственность республики. На сегодняшний день на объекте ведется внутренняя отделка стен, устройство покрытий пола, перегородок, монтаж металлоконструкции, эстакады, устройство кровли и другие работы. Переход от ведения архивов к единому электронному реестру актов гражданского состояния планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на правительственном часе в Госдуме. Внедрение реестровой модели, по его словам, сведет к минимуму бумажный документооборот и поспособствует дальнейшему переводу услуг органов ЗАГС в электронный вид. В 2020 году в России оцифрованы все архивы ЗАГС, начиная с 1926 года. Это всего 524 миллиона записей. Ну а выплаты матерям-героиням освободят от НДФЛ. Такой закон приняла Госдума. Изначально документ предполагал, что региональные и местные гранты, премии, призы, подарки в натуральной или денежной форме не будут облагать налогом на доходы физических лиц. Ко второму чтению депутаты предложили внести в документ поправку об освобождении от НДФЛ денежных выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня». Отметим, орден «Родительская слава» полагается семьям, в которых растет не менее 7 детей, а звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более ребятишек. Определить, на каком из участков лучше и качественнее выдают наряд задания, решили на комбинате в Удачном. Идея провести конкурс «Лучший коллектив» возникла в прошлом году. Ежедневные наряды стали приводить к единому стандарту и налаживать передачу информации от руководителя к работнику, от смены к смене. После внедрения стандарта на всех участках, а также проведения обучающих занятий в комбинате отобрали лучшие коллективы на конкурс. 3 основных цеха и 4 малых. Оценку уже прошли участки основных цехов. Победители конкурса получат денежное вознаграждение. Предварительно отделом развития производственной системы и его сотрудниками был проведен мониторинг выдачи нарядов с учетом их индивидуальной специфики. При этом был подготовлен стандарт. Этот стандарт был уже проработан с каждым начальником участка, с каждым замом. По несколько занятий было проведено. В Сунтаре открылся контактный зоопарк для юных посетителей. Это стало настоящим событием. Молодая чета Яковлевых, Арина и Мирослав, воплотили свою давнюю детскую мечту – ухаживать за мелкой живностью. В их живой коллекции есть кролики, крысы, черепахи, даже экзотический тарантул-птицеед.
Маленьким сунтарцам очень нравится зоопарк. Можно не только увидеть, но и потрогать, покормить зверей и насекомых. Это было легко и просто запланировано. Нам позвонили родственники, сказали то, что у вас большой потенциал, у вас много животных, и попросили в Сунтаре показать. В общем, когда мы переехали, люди очень сильно заинтересовались животными. То есть даже паука они очень сильно удивились, очень сильно захотели взять на руки. Я, получается, и паука даю, и белочек Дегу, и хорьков, получается. У нас много животных. Также планируется расширение, также планируется большое разнообразие животных, такие как шиншиллы, либо же змеи. Вообще, в общем, не буду все рассказывать, пусть будет это маленьким секретиком, чтобы вы к нам почаще приходили. Будем обязательно вас ждать. Запасаются орехами и совсем не боятся людей. Белки в городском парке Ленска готовятся к холодам. Посетителей встречают с радостью, ждут лакомства, которое тут же припрячут на зиму. А ленчане так привыкли к пушистым попрошайкам, что без угощения в парк не ходят. Дружба белок и людей в объективе оператора. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Ну а наш эфир подходит к концу. И, конечно же, мы возвращаемся к нашему розыгрышу пригласительных билетов на вечер Расторгуева. На данный момент ответа мы не получили, поэтому ждем мы ответы до 10 часов утра. Отвечайте активно и выиграйте 2 пригласительных билета. А для тех, кто присоединился к нам только сейчас, давайте я повторю вопросы, какие были. Первый вопрос. Как зовут корову, на которой провели мастер-класс по дойке? Второй вопрос. Во время фотосессии Ксению Плотникову укусила насекомое, за что, по ее словам, ее укусило насекомое. Третий вопрос. Какую оценку поставила Александра Луковцева по итогам загона коров своим подружкам? Все неправильно сделали все. Четвертый. Как зовут эксперта, который показывал мастер-класс нашим девчатам по приготовлению кёрчиха? И заключительный вопрос. Каким результатом Ксения Плотникова заняла 3-е место на соревнованиях по очистке карасей? А для того, чтобы дать нам правильные ответы, переходите по QR-коду наш телеграм-канал, там будет пост, и в комментарии пишите свои правильные ответы. Чем они будут, конечно, обширнее, тем, конечно, мы будем сильнее обращать внимание на них. Но в заключение давайте я повторю, какая же погода у нас в Якутске сегодня. В Якутске на 6 часов утра температура воздуха минус 12 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха минус 7, минус 5 градусов. Насчет розыгрыша напоминаю то, что принимаем мы ответы до 10 часов утра, поэтому активно заходите в наш телеграм-канал и пишите, потому что вечер Расторгуева обещает быть интересным. Но я с вами буду прощаться. Впереди у нас, конечно же, большая музыкальная пауза. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Впереди выходные. Выходите на улицу, гуляйте, ходите в театры, музеи и кино. Всего доброго. До свидания.